Сегодняшняя история касается знакомого символа детства – Дораэмона, робота-кошки из будущего с волшебной сумкой, полной бесчисленных сокровищ. Образ Дораэмона и его неуклюжего друга Нобиты глубоко врезался в память миллионов детей, став символом дружбы, мужества и прекрасных мечт. Однако за наивным внешним видом анимационного мира существует ли страшная тень? Этот вопрос стал еще более актуальным после того, как в один из апрельских вечеров 1999 года произошло ужасное убийство. В мирном городе Хикари, Япония, одна маленькая семья стала жертвой жестокого преступления, оставившего неизгладимую боль для родных и всей общины. Примечательно, что преступник связал свое жестокое деяние с самим Дораэмоном, символом чистого детства, нелепым и трудно понимаемым оправданием. Хикари – маленький мирный город в префектуре Ямагути, Япония. В один из апрельских вечеров 14 числа 1999 года никто не мог предсказать, что трагедия постигнет одну маленькую семью здесь. Преступником в этом деле оказался Такаюки Фукуда, 18-летний юноша, только что окончивший среднюю школу. Он выполнял регулярную проверку системы водоснабжения для местных жителей. Его работа была довольно простой. Он стучал в двери домов, проверял краны и удостоверялся, что все работает исправно. С 10-этажного здания Такаюки тщательно проверял каждую квартиру, по очереди переходя к зданиям номер 9, номер 8 и номер 7. Около 2 часов 20 минут пополудни раздался звонок в дверь квартиры Яёи Матамуры, 23-летней женщины. Не подозревая ничего, она впустила молодого рабочего для проверки труб в туалете, продолжив смотреть телевизор в гостиной. Время шло, но рабочий так и не вышел. Примерно через 10 минут, в 2 часа 30 минут, раздался громкий крик, нарушивший тишину квартиры. В этот момент Такаюки потерял контроль, став жестоким преступником. Ей в панике отскочила назад, но не смогла убежать. Борьба происходила в тишине, подавленной, с каждым тяжелым дыханием. Наконец, ее обессилело, и ее взгляд потух. Преступление на этом не остановилось. Такаюки продолжил свои извращенные действия с телом Яёи. В этой ужасающей тишине вдруг раздался плач ребенка. Это была маленькая Юка, 11-месячная дочь Яёи, только что проснувшаяся. Присутствие девочки заставило Такаюки почувствовать угрозу в этот момент. Ребенок не знал, что он сталкивается с жестоким преступником. Затем, чтобы скрыть преступление, Такаюки спрятал тела жертв в шкафу, обыскал весь дом и забрал кошелек, а затем поспешно сбежал. К вечеру того же дня Хироши Мотома, муж Яёи, вернулся с работы. Его встретила ужасающая сцена. Тела жены и дочери лежали в шкафу. Огромная боль полностью сломила Хироши. Однако побег Такаюки не длился долго. Всего через 4 дня, 18 апреля, полиция задержала его, когда он бродил по развлекательному району, тратя украденные деньги. В участке полиции Такаюки быстро признал все свои преступления. Однако его показания были полны противоречий и нелепиц, что заставило всех сомневаться в их правдоподобности. Он утверждал, что убийство не было преднамеренным, и холодным тоном добавил, что, увидев Яёи, он внезапно вспомнил образ своей покойной матери. В одном эмоциональном моменте он случайно обнял ее. Когда Яёи в панике закричала, Такашуки проявил насилие, что привело к ее смерти. Однако его объяснения полны противоречий и не могут скрыть жестокую и безжалостную сущность преступления. Еще более шокирующим было его показание о маленькой Юке. Он утверждал, что всего лишь обвязал шнурком ее тело и не понимает, почему она перестала плакать. Это признание вызвало общественный шок в Японии, особенно когда он говорил о том, как прятал тела жертв в шкафу. Он странно оправдывался. «Я думал, что Дораэмон придет и поможет». Эти слова не только противоречивы, но и потрясли всех, когда символ детства был использован для оправдания преступных действий. В ходе расследования полиция выяснила, что Такашуки был не просто обычным поклонником Дораэмона. В своем искаженном разуме он действительно верил, что чудо-кот Дораэмон существует. Он думал, что шкаф — это место, где Дораэмон часто появляется. Поэтому, если поместить туда малышку Юку, Дораэмон придет и спасет ее. Он даже выдвинул еще более абсурдное объяснение, основанное на фантастическом романе «Магический мир Возрождения».
По его словам, он вспомнил момент в книге, где говорится о сперматозоидах, способных воскрешать умерших, и поверил, что его аморальные действия могут воскресить Яйои. Абсурдные оправдания Такашики стали важным аспектом дела, который может повлиять на окончательное решение суда. Это не только трагическое убийство, но и странная история о извращенном восприятии, о размытых границах между воображаемым миром и реальностью. То, что еще больше возмутило общественность, так это то, что Такашики продолжал упорно утверждать, что его мотивация исходила из желания спасти человека. Он даже потребовал смягчить приговор, настаивая на том, что это было лишь непредумышленное убийство, а не преднамеренное убийство. Его упорство и недостаток осознания серьезности преступления вызывали у людей не только отвращение, но и ярость. Эти необычные проявления вызвали вопросы о психическом состоянии Такашики. Были ли в прошлом у него какие-либо признаки нестабильности, которые не были замечены? При более глубоком расследовании постепенно раскрывается мрачная картина его детства. Такашики вырос в семье, полной несчастий. Его отец был алкоголиком, игроманом и часто проявлял насилие. Когда Такашики учился в 7 классе, его мать, не выдержав тяжести жизни, покончила с собой. Именно Такашики стал первым, кто обнаружил тело матери и вынужден был сам разобраться со всеми делами. Это ужасающее событие оставило глубокую психологическую травму в его душе. С 9 класса Такашики начал проявлять сильные и аномальные желания. После окончания школы он пошел работать, но никак не серьезно относился к своей работе. На момент совершения преступления Такашики проработал всего 10 дней, но уже трижды пропустил работу без разрешения. Что примечательно, компания все равно поручила ему, сотруднику, не проявляющему ответственности, задание по работе с клиентами на частной территории. В тот день он самовольно ушел с работы и пошел проверять трубы по собственному усмотрению. Перед тем, как отправиться в здание номер 7, Такашики тщательно осмотрел несколько других квартир, чтобы выбрать подходящую цель. Это хладнокровное планирование полностью противоречит его позднейшим фантастическим показаниям. После совершения преступления Такашики намеренно избавился от предметов, которые могли бы оставить отпечатки пальцев, что свидетельствует о том, что он был полностью в здравом уме и действовал целенаправленно. В период содержания под стражей Такашики продемонстрировал свою настоящую сущность. Он отправил письмо мужу Яйои, не чтобы выразить раскаяние, а чтобы бросить вызов и обвинить общество. В письме он упоминает, что многие наркоманы получают смягчение наказания по причине психического состояния, намекая, что он тоже постарается найти способ избежать наказания таким же образом. Такашики, похоже, намеренно использовал свое несчастное детство, чтобы манипулировать общественным мнением. Его высказывания продолжали потрясать японское общество. Он сравнивал свои действия с естественным инстинктом среди животных, демонстрируя пренебрежение к закону и моральным ценностям общества. Более того, вызывающее поведение Такашуки и полное отсутствие раскаяния лишь усилили общественное возмущение. Очевидно, что он не только убийца, но и человек, готовый использовать любую возможность, чтобы избежать наказания, пренебрегая всеми моральными нормами. Из-за жестокости преступления и отсутствия раскаяния прокуратура пришла к выводу, что Такашуки должен получить самое строгое наказание. Однако в суде он продолжал настаивать, что все произошло по неосторожности. На первом судебном процессе Такашуки был приговорен к пожизненному заключению. Судебная коллегия сочла, что его действия, несмотря на жестокость, носили импульсивный характер, и он все еще имеет шанс на исправление. Этот приговор сразу вызвал волну возмущения в обществе, особенно у Хироши Мотомуры, несчастного мужа и отца. В глубокой боли Хироши воскликнул: «Выпустите Такашуки, чтобы я сам наказал его». Дело продолжалось через несколько апелляционных и кассационных заседаний, вызывая бурные споры в японском обществе. Наконец, в апреле 2008 года Высший суд Хиросимы приговорил Такашуки к смертной казни. Это был редкий приговор в японской судебной системе для преступника, который был несовершеннолетним в момент совершения преступления. Однако Такашуки не смирился с судьбой.
Он постоянно подавал апелляции и представлял документы о психиатрической экспертизе, пытаясь любыми способами избежать наказания. Его упрямство продолжалось в течение 25 лет. В 2020 году Верховный суд Японии окончательно отклонил его апелляцию и запретил требовать повторного рассмотрения дела. Отсутствие раскаяния со стороны Такашуки только укрепило юридические решения. В настоящее время Такашуки все еще ждет дня исполнения приговора в тюрьме. В то время как Хироши Мотомура, мужчина, который потерял и жену, и дочь в один день, выбрал способ справиться с болью, помогая другим. В 2000 году, всего через год после преступления, Хироши основал организацию, поддерживающую жертв преступлений по всей стране. Тем не менее, этот благородный поступок встретил противоречивую реакцию со стороны части общественности. К 2013 году, когда Хироши снова женился и создал новую семью, он неожиданно столкнулся с резкой критикой. Некоторые люди распространяли злонамеренные слухи, утверждая, что Хироши использует статус представителя жертв для своей личной выгоды. Печальная парадоксальная ситуация. Жертвы и их семьи стали подвергать осуждению больше, чем сам преступник. 2 десятилетия назад, когда произошла трагедия, общество, казалось, было равнодушно к боли Хироши Мотомуры. Однако теперь они пристально следят за его личной жизнью и оценивают ее, забыв, что этот человек потерял все. Сам Хироши был ошеломлен таким отношением со стороны общественности. Дело потрясло не только своей жестокостью, но и нелепыми оправданиями Такасуки Фукуда. Особенно фраза «Дораэмон поможет расправиться с жертвой» стала одной из самых шокирующих высказываний в истории японской преступности. Опасаясь негативного влияния этой фразы, некоторые японские интернет-сообщества внесли выражение «попросить Дораэмона помочь» в список запрещенных для поиска ключевых слов. Дело Такасуки Фукуда оставило множество нерешенных вопросов. Действительно ли он верил в Дораэмона и способность воскрешать мертвых, или все это было лишь инсценировкой, созданной для того, чтобы избежать наказания? Могли ли искаженные мысли Такасуки быть вызваны какой-то верой или психологической нестабильностью? Или все это просто нелепые оправдания, направленные на смягчение наказания с использованием психического состояния? Независимо от того, что на самом деле произошло, одно можно сказать точно: ни один вымышленный персонаж не может скрыть правду о жестоком преступлении, которое он совершил. Это ужасное преступление является не только семейной трагедией, но и предупреждением для всего общества о множестве проблем, последствиях семейного насилия, важности психического здоровья и необходимости четко различать виртуальный мир и реальность. Одновременно это дело также ставит большой вопрос о ответственности СМИ при освещении чувствительных дел. Как найти баланс между правом общества на информацию и защитой чести и достоинства жертв и их семей? История Касуки Фукуда и трагедия семьи Мотома остаются болезненным напоминанием о жестокости человека и важности сочувствия в обществе. Что вы думаете об этом деле? Действительно ли Такасуки Фукуда страдал психическим расстройством, или он просто коварный преступник? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и включить уведомления, чтобы не пропустить следующие истории. Спасибо, что посмотрели видео до конца. До свидания и до новых встреч!